Салем Дастар, вы снова на канале Кола, большой рахмет, друзья, всем, кто подписался, я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Девушка Саха говорит на казахском языке. Послание Сахы и казахам». Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья, перед просмотром. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик, видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Так, друзья, перед нами Даяна, она живет в Алматы, учится. Ну, я думаю, сейчас она сама расскажет о себе. Вчера Даяна говорит, как все ребята школам. Бастан туран үйде күннен, қайырлы күн, қайырлы кеш. Менің есімім Даяна. Мен 22 жастамын. Алматы қаласында Сүлейман Демирел университетте оқимын. Қазір 4-ші курсты бітіріп жатырмын. Менің мамандығым екінші тілі. Бірақ ол қазір маңызды емес. Ең бастысы, мен Қазақстанға өте ризамын, өйткені қазақтар өте қонақжай халық, өте адамгершілік, өте қызық маған. На самом деле, чтобы другие тоже поняли, я хочу сказать, что казахский язык для меня сначала он звучал как песня. То есть я его вообще не понимала, но я его чувствовала, потому что это тюркский язык. А из-за того, что у меня хорошее знание логическое якутского языка, и плюс у меня вот специальность, связанная с языками, я сразу поняла, что вот у нас очень много похожих слов и очень много похожих смыслов, да? Даже если ты, не зная, вообще первый раз слышишь это слово, ты можешь это слово вот примерно понять, вот аналог найти в якутском языке. То есть в этом плане было вообще мне интересно, как будто это какая-то игра. Вообще это круто, друзья, что вот в тюркских, тюркских народов, в тюркских странах языки вот похожи, что могут чуть-чуть, но могут друг друга понимать, потому что много кто говорил, что там, например, казахи едут в Турцию отдыхать, и они не все слова, но некоторые схожие есть, и это, я считаю, это вообще круто. Ну вот так можно найти общий язык, уехав вообще в другую страну. Это нереально круто. Вот чем больше казахских слов ты угадаешь. Вот. И у меня с первого курса все спрашивают, типа, ты казашка? И либо вот у меня как будто такое лицо, которое надо поругать за то, что она не знает свой родной язык, казахский, например. Казахи все мне говорят, типа, қазақша сөйле, қазақсың ғой, Қазақстанда тұрасың ғой, деп. И я сразу вот научилась говорить, кешіріңіз, мен қазақ емеспін, мен якутпын. Бірақ қазақша түсінемін. Вот. И они такие, машалла, қайдан білесің, неше жыл болды, там, нағыз якутсың ба, но, короче, сразу начинают вот уже по-другому. И я считаю, что вот знать язык, и сохранять его, это очень важно. Даже когда я иду там в банки и так далее, банкоматы, терминалы, я выбираю казахский язык, потому что чем больше людей это выбирает, искусственный интеллект, он думает, что этот язык популярен и будет его дальше развивать. И поэтому выбирать свой язык это очень важно. И когда я вот в Якутске, я, например, тоже всегда стараюсь говорить на якутском языке и всегда вот борюсь за то, чтобы не то чтобы борюсь, а вот слышу уже, где шала якутша, где чистый якутский и так далее. Вот. Еще хочу сказать то, что казахи меня научили самое главное, вот, аманат деген нәрсе, Аманат — это то, что тебе дали на время, и то, что ты должен
вот сохранять целости и сохранности держать, да? Например, аманат, ол біздің тіл, наш язык, аманат. Аманат — это наша культура, аманат — это наша земля. И вот каждый якут, который приезжает в Казахстан, он наш аманат. То есть он аманат, который из Якутии, да? И каждый казах, который будет в Якутске, в Якутии, он тоже аманат. И мы должны его в целости и сохранности вернуть его родной стране. И это прям очень крутое слово, очень крутой смысл оно имеет, да? И вот адамға берілген аманат таудан да биік деп айтады ғой. Это значит, аманат, который верен человеку, он больше даже гор. И это очень важно на самом деле. Вот, сол үшін мен қазақтарға осындай инсайттар үшін, осындай тіл маңыздысын маған андай мәңгіріп берген, да? Это очень круто на самом деле. Очень круто вы говорите, это. Я вот люблю, я хожу на казахстанские фильмы, чтобы поддержать там режиссера. Там некоторые говорят: ой, на ютубе же выйдет, там бесплатно можно посмотреть. А я такая: нет, надо поддерживать свое отечественное производство. Так же, как и с якутскими фильмами. Надо всегда ходить на якутский фильм, неважно какой он, да, надо вот поддерживать, и тогда его будет больше. Вот. Также и с фильмами, и с сериалами, и с музыкой то же самое. Музыка очень такое сильное значение для меня имеет. Я очень люблю музыку и вот слушаю казахские песни. Я никогда не учила казахский по учебникам. Я всегда слушала музыку, всегда общалась там с продавцами, с таксистами и так далее. Вот так вот я выучила язык, да, и сейчас я могу вот понимать каждый разговор, но, скорее всего, я не пойму, там, театр я не пойму, там, очень абайдың сөздерін кезінде түсінбеймін, да, түсінемін орысша вариантын, бірақ қазақшасын қазір әлі түсінбеймін, да. Ну, все со временем, у нее и так хорошо ол очень получается разговаривать, это вообще ең нереально круто. жақсылықтары алып Якутияға тарату деген. Вот, сол. И түркше сөз бар, өте күшті. Түрктер айтады: güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından ләззат алыр. Это значит, хорошо видящий хорошо думает. От того, что он хорошо думает, он получает от жизни одно лишь удовольствие. И это применимо везде. То есть везде есть негативные стороны, везде есть позитивные, да? Но самое главное — это замечать позитивные и их умножать. Вот, все. Ай, молодец, Азамат, ты өте жақсы казахша. Молодец, да, Вот, молодец. так Я на самом деле хотел это видео немножко вложить на общее видео, но сейчас я решил, это будет отдельное видео. Ой, бай. Предназначенное, Даяна, типа девушка Саха говорит на казахском языке, это будет бомба, я думаю. Все. Мен қазір, Ага. иә, бірақ менің достарым айтады: сен қазақ, среди некоторых казахов то казахский лучше, да? Но на самом деле менің қазақшам ол андай шала қазақша, да? Все равно. Бірақ я вот хочу его еще на лучший уровень поднять. Я хочу сейчас сахаларға нетін баруын. Мен сахалы әме хаңарабын, сахалы әдебін, да? Ол күнін бірін әме ұрахан сахалы, бұл сахалы тұллары өдәмекпін әме хөп. Ол еттен, бейгі қазақтардан тоқпар үшеуін ұлықтақ бүтеу күрді. Үшеуге өрін ектақ бүт, бей кенлері өртек бүтін хөп, кенлері мен бейтені өртектіктерін хөп. Ол тыл өттігір. Қазақтар тылларын тылынан оғмашы күн айы қайылар деу күрді, долгыялар. Күн айы жонлары бәғалар, ән казахскайды хаңары қынна дейі. Отта сақалар қолбыра үчілі хаңаран керем бардағана, біразы хаңаран керем бардағана. Ол еттен, бейге хақалар әме бәуіт тылбытын тұғығар, казахтар күрді қайық бұдын нады, қаллық бұдын нады. Вот, оны күрді. Я пока вас. И все. Эркин уже мигендің садындырыр. Все. Всем пока. Тағы кездескенше. Все, рахмет.
Молодец, друзья. Вот такие, с таким мышлением, вот с таким мышлением побольше бы людей, вот именно молодежи, да, которая приехала в другую страну, да, друзья, э, не изучила ваш язык, поддерживает вашу культуру, поддерживает ваш язык, поддерживает вашу культуру, да, говорит, что так правильно делать, да, ходить на те же фильмы на казахском языке, слушать музыку, да, казахскую, поддерживает. И это просто, ну, ты слушаешь, я вот слушал, как она мыслит и как она высказывает свое мышление, я просто поражен, что вот таких бы людей, хорошо, большой рахмет ее родителям за такое воспитание, за то, что воспитали такую достойную дочь своего народа, потому что человек, который поддерживает, да, другие языки, приезжая в страну другую и рассказывая, что надо изучать казахский язык, что надо и поддерживать вашу культуру, если ты приехал в эту страну, это большого стоит. Молодец, молодец. Таких мало встречаешь, друзья, потому что на просторах интернета, да, сейчас какие-то вот такие распространения, что там оскорбления различные, снова вот судят какую-то девушку, я не знаю, там какие-то посты она писала или еще что-то за межнациональную рознь или за оскорбление там. Просто те люди, которые прожили всю жизнь, позволяют себе в сторону народа, в сторону, вашу сторону говорить различные такие плохие вещи, что уму непостижимо, как вообще человеку приходит в голову, если ты всю жизнь здесь прожил, ты кушал хлеб, ты ходил по их земле, и ты начинаешь вот такие выписывать движения, я просто в шоке, я просто, ну, здесь молодая девушка, да, не осознав еще всю полноту жизни, да, и не увидев ее, но она умнее намного тех взрослых женщин или мужчин, которые оскорбляют, позволяют себе писать в сторону Казахстана какие-то различные вещи. Вот это лично мое мнение, друзья. Обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам, друзья. Пишите комментарии, это помогает продвигать вот такие видеоролики, потому что так работает YouTube. И, конечно же, прожимайте лайки, друзья. Большое вам рахмет, друзья.